Эту удивительную на самом деле книгу написал татарский филолог, ученый, писатель из Набережных Челнов Рафис Салимжанов. Выпуск 38. В дни сомнений, в дни тягостных раздумий. Что-то очень важное пропустил знаменитый классик русской литературы Иван Сергеевич Тургенев. Цитата. «Большая часть людей живет в немом отчаянии». Генри Торо. В дни сомнений, в дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу». Это известные всем знаменитые слова Тургенева о русском языке. Иван Сергеевич почти всю жизнь прожил во Франции и умер там в 1883 году. Жил бы в России, я думаю, не писал бы он эти слова, или, во всяком случае, не было бы там такой боли и такой силы. Ностальгии, так сказать, иммигранта. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Да, потому что он писал это в 1882 году. А вот годом раньше, в 1881 году, в России убили царя-освободителя Александра II. Народники, террористы, то есть. Что хорошего сделали террористы в конечном счете? Породили ответный террор. Раскачали маятник России до такой степени, от которого она пришла в равновесие еле-еле в середине XX века. Потеряв в революциях, в гражданской войне, в бесплодной и бестолковой коллективизации и Великой Отечественной войне 70 миллионов своего населения. Террор порождает террор и ничего больше. Неужели это так трудно понять? Люди все еще верят и думают, что на 4 ногах зверя они сделают больше, чем на 2 ногах человека. Ха-ха. Братья, человеку нужен путь человеческий, зверю нужен путь звериный. Эти параллели никогда не соприкасаются, хоть сделай 100 революций. Впасть в отчаяние. Иван Сергеевич, впадали в России в отчаяние много раз. И, как говорится в песне, еще много-много раз после вашей смерти в 1883 году. Отчаянный был 1905 год. Война, революция. Еще более отчаяние 1917 год. Война, революция, 2 революции. Февральская, Октябрьская, пух. Потом отчаянные советы, потом отчаянные большевики, отчаянная гражданская война. Смело, товарищи, в ногу! Духом окрепнем в борьбе, в царство свободы дорогу грудью проложим себе. Все ваши почитатели, дорогой Иван Сергеевич, дворянские кисейные барышни, сыновья офицеров,
Также их противники-нигилисты, все эти Базаровы и Рудины разделились на два лагеря и сцепились друг с другом в мертвой схватке. Почти все. И красные, и белые были читателями ваших романов. Они умилялись любовью и благородством ваших героев. Ах, Иван Сергеевич, с обеих сторон читатели ваших романов начали убивать друг друга. Так что что-то вы там не дописали в своих книгах. Что-то важное, очень важное вы пропустили, Иван Сергеевич. Пропустили то, что должно было остановить этих людей, мчащихся друг против друга, як серые волки на полях гражданской войны. Дворянские гнезда и усадьбы, которые вы, Иван Сергеевич, воспевали в своих романах, пылали потом несколько лет на просторах России. Крестьяне близ лежащих деревень растащили все, и доски, и бревна, и жесть с крыши, и старые ржавые гвозди. А потом, разбив стены дворянских гнезд кувалдами и ломами, последние кирпичи увезли. Кстати, из этих полугнилых бревен и разбитых кирпичей никто ничего путного не построил. Мне об этом рассказывал дядя Гайфуддин, отец татарского поэта Хайдара Гайнуддинова в ауле Дуртманча Заинского района. Он был еще подростком, когда разбирали дом помещика. Он ходил туда вместе с деревенскими мальчишками и наблюдал, как эти дела делаются. Неужели из человеческих слез можно что-нибудь построить? Так он говорил об этом уже седой человек. Сгинуло все, как будто этого никогда не было. Какие дома, оранжереи, теплицы, сады, пруды, конные заводы пропали. Труд скольких поколений ушел коту под хвост. И люди, которые грабили эти дворянские гнезда, ничего в жизни хорошего не увидели. Есть Бог все-таки. Это сказал главный чекист СССР Генрих Ягода, когда его арестовали. Были бы люди умнее в России. Ах, если бы они были умнее, люди и народы России. Каждый из нас, каждый. То есть, как пела в наше время София Ротару: «Я, ты, он, она, вместе целая страна. В слове мы 100 тысяч я». Был бы умнее каждый я в России. Я. Сотни тысячи, миллионы. Я. Нет, не жгли бы, не разрушали бы они эти помещичьи дома и усадьбы. Рядом построили бы дома лучше, чем у помещиков. Ослы мы. Ослы. Так сказал турецкий мудрец Азиз Несин. Это он сказал не о турках. Ослы и в России ослы, и в Германии ослы, и в Америке ослы. Осел – понятие интернациональное. После октября 1917 года в России начали равняться по убожеству. Так сказала Елена Рерих, жена художника Николая Рериха, особо думающая и знающая, о чем говорит. Равнялись не по благородству, не по человеколюбию, не по морали, не по нравственности. Равнялись по животности, по зверству.
Ах, господин товарищ, нужен был социализм зажиточный, а не голодный и убогий, как у Иосифа Прекрасного, товарища нашего дорогого, и не очень мудрого, не очень умного, а средненького. Кто сказал, что социализм обязательно должен быть голодным? Кто сказал, что социализм должен быть враждебным не только к другим, даже к самому себе? Дворянские гнезда. Сколько тайн они берегли, сколько мыслей, сколько любви и радости хранили эти дворянские гнезда. Например, только в Заинском районе Татарстана, где я работал, их было 40 штук. Примерно столько же там было колхозов, которых, к сожалению, теперь тоже уже нет. Кстати, мы не умеем беречь то, что сделано предыдущими поколениями. Мы бросаемся из крайности в крайности. Зачем мы так делаем? От чего? От систематического, хронического недумания. От спящего режима людей в России, от неумения рационально мыслить и организовать свою жизнь. Можно же было оставить некоторые колхозы. Опять не додумали. Опять, как слепые котята, кинулись в мошенничество, жульничество и воровство. Воровство от тюркско-татарского бур, вор, бур. И увезли, и сдали последний колхозный ДТ-75 на металлолом, как в 1917 году грабили и сжигали дворянские гнезда. Потом жизнь пошла еще отчаяние, Иван Сергеевич. В 1929 году начали создавать колхозы. Отчаянная пошла жизнь. Отчаянная. Потом целое десятилетие с 1930 по 1940 год народ впал в бесконечное отчаяние. Благополучных советских 1932-1933 годах в Казахстане погибло 4 миллиона казахов. На Украине погибли 6 миллионов украинцев от голодомора. В Казахстане первый секретарь казахстанского обкома Голощекин один из организаторов убийства Николая II и его семьи, умудрился из 40 миллионов крупного рогатого скота оставить 10 миллионов. Он, дурак, их собрал в одно место, вырезал сколько мог, остальные так и сдохли от голода. Я все думаю, кстати, если бы этих лошадей и коров вместо того, чтобы уничтожать, раздали бы по колхозам по всему СССР, как тягловую силу, и скот для ведения общего хозяйства, а у крестьян оставили бы их лошадей при себе, вместо того, чтобы их отбирать. Вот это и было бы социализмом, то есть социаль для человека. Вы отняли у колхозных крестьян всякий стимул к работе под видом борьбы с разбазариванием колхозной земли. Вы разоряете приусадебные участки, чтобы заставить крестьян работать на колхозных полях. Так писал Иосифу Прекрасному в 1939 году из Франции один из честных и умнейших людей того времени Федор Раскольников, бывший советским полпредом в Болгарии, но который отказался вернуться в СССР. Короче, вместо баев, помещиков, капиталистов пришли другие эксплуататоры, начальнички. Это народная, в кавычках, власть. Запрещала все, что можно было запрещать.
запрещала и то, что ни в коем случае нельзя было запрещать. И это делалось так легко, так буднично, так привычно, потому что, как же вам объяснить все это? Потому что запрещать еще не означает думать, запрещать еще не означает делать, запрещать означает только делать вид, что ты много, очень много делаешь, при этом ничего не делая. Вот что означает запрещать, которое и сейчас так традиционно любит российское начальство. А до того любило советское начальство, а до того царское начальство. Вот так, греясь под безрадостными лучами своих запрещений, страна наша в прошлом веке тихонько прикатилась к 3 русским революциям. И катится сегодня дальше. Куда? Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы бар.